Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационно-развлекательная программа «Молодежный формат». И с вами ее ведущий Ильяс Гатагажев. В нашей работе часто случаются командировки по разным городам нашей страны. И с каждой поездкой мы вас знакомим с культурой народа, проживающего в данной местности. И вот недавно нам представилась возможность побывать в Абхазии, где приходили Дни культуры Республики Ингушетия. И как раз таки сегодня мы вам расскажем об этой поездке и о наших приключениях, которые иногда неожиданно возникают на нашем пути. И сегодня в этом меня поддержит моя коллега Роза Бекова, которую я приглашаю прямо сейчас в нашу студию. Встречаем бурными аплодисментами. Добрый вечер. Привет, Роза. Привет. Давно не виделись. Ну что ж, планировали всей группы, а получилось и того, что да, ты только... Да, получилось то, что получилось. Но я думаю, мы сейчас объясним нашим телезрителям, как все было и как надо делать, и что делать, чтобы не было никаких недоразумений. А пока присядем. Ну что ж, Роза, расскажи, как поездка твоя прошла в Абхазии? В общем так, начнем с того, что самое первое, что мы сделали, мы были на границе, переходили границу. Естественно, мы переходили границу с нашим Илезом. Но произошло какое-то недоразумение, и Илез не прошел эту границу, остался в Адлере. 2 дня я сидел на границе, хотел перейти ее, так и не пропустили. Да, я думаю, все-таки люди должны знать, как какие тонкости бывают при проходе границы. Ну, мне кажется, планируешь, если поездку куда-нибудь в другую страну, обязательно надо проверить везде. Все ли в порядке, все с ли в бумагами, порядке, с бумагами, да, да. потом выезжать только. И вот получилось так, что ты остался, да, а вот что было дальше? Дальше нас встретил очень хороший человек, за что я ему благодарна. И нашу делегацию, уже небольшую, без тебя, сопровождал в течение вот этих 3 дней этот молодой человек, зовут его Рома. И первое, что он сделал, конечно, отвез нас в гостиницу. И вот там мы уже как бы готовились к тому, чтобы провести наши съемки. Была представлена концертная программа. Наш ансамбль «Ингушетия», госансамбль выступал, очень тепло принял зритель наш коллектив. В разных городах выступал? Выступали, да, в Сухум и Ачамчира. Ачамчира. Да, и вот 2 города. Я просто хочу отметить, что, может быть, не все знали, что будут проходить Дни культуры в Абхазии, но вот тот зритель, который пришел на концерт, его было немного, но зритель был очень активный, добродушный, аплодисменты звучали, ура кричали, браво кричали. В общем, наши исполнители и танцоры были приняты на ура. Это мне понравилось. Сама атмосфера, настроение какое было, Роза? Настроение... Я знаю, что ты еще переживала то, что меня не пропускают. Я остался в Сочи. очень переживала, Да. что нет тебя, Элис, потому что перед выездом мы с тобой планировали, как будем снимать эту программу. Да, абсолютно по-другому все и получилось. все пришлось просто вот на ходу менять. То есть, я думаю, если бы мы поехали вдвоем, зритель бы увидел, ну, очень уникальную программу, потому что это было бы действительно шедеврально. Но получилось так, как вот получилось. Но в любом случае, я думаю, эта поездка останется надолго в нашей памяти. Я хочу сказать о самих людях. Люди в Абхазии очень добрые, душевные. И вот у них что? У них сохранился вот этот патриархат в доме. Младшие беспрекословно подчиняются старшим. И еще я должна заметить, что вот насколько они душевные, абхазы, и вот любого гостя они принимают вот прям с теплотой. Но и от гостя они ждут ответной такой же теплоты. То есть полная взаимность. Если они этого не чувствуют, человеком не интересен. Я уверен, что от нашей делегации мы Они были в получили восторге. 100%. Что тебе самой больше всего понравилось в Абхазии? Мне понравилась природа. Ну да. Необыкновенная природа. Этот климат, необычный климат, он субтропики. В Абхазии субтропики, и поэтому зелень там тоже необычная. И кипарисы там растут, и туи там растут, и мандарины, но пока не сезон. Лимоны еще немного пока осталось им до желтизны, они еще зеленые, но все настолько ароматы, прям вот город, он заполнен этими ароматами. И мне понравились финики. Растут они в городе, пальмы, и финики необычные, не такие, как мы видим, да, вот продаются, а они круглые и желтые, и очень сладкие. Вот это мне понравилось. Я знаю, что осуществилась твоя мечта, ты хотела увидеть пещеру в Абхазии. Да, я хотела увидеть пещеру, Новоафонскую пещеру, Да. она мне очень понравилась. Просто необычное ощущение, когда ты находишься, ну ты считай, ты под землей.
экскурсовод у нас был хороший, Оксана Гумба ее звали. Она нам все интересно рассказала. Просто этот материал как бы в одной передаче все показать невозможно. Но мы постарались. Да, мы кое-что покажем, да. Я бы хотела добавить, что вот сами сухумчане и вообще, в общем, абхазы, они очень бережно относятся к своей природе. Вот эти озера, которые есть в Абхазии, они чистые настолько, что видно, вот как рыбы плавают. И только почему? Даже люди там не купаются. Это категорически запрещено. Ну, зато я в Сочи увидел, как в Адлере увидел, как растет киви. Так, еще что Я никогда не интересного? видел. Познакомился с замечательной семьей, армянской семьей. Они жили на границе. Я попросил разрешения, чтобы переночевать. Да. Они добродушно меня встретили, показали их огромный сад, показали гостеприимство. Так что я познакомился и с культурой армян, и мне очень стало приятно. Все-таки мое приключение, мне кажется, это большой урок. Для меня такие моменты в жизни должны быть. Я не жалею. Ну, в принципе, это как бы же урок жизни, да? Да. Ну что ж, Роза, говорить можно, а поездки много и давай бесконечно. покажем, Лучше да? пусть наши телезрители увидят все своими глазами. Прямо сейчас для вас, дорогие друзья, как прошли Дни культуры Республики Ингушетия в Абхазии. Оставайтесь с нами. Кавказ – это уникальный по своей красоте самобытный край. Очень разнообразна культура народов, живущих здесь. Но есть общее, что объединяет Кавказ – это множество прекрасных традиций и гостеприимства. С 4 по 7 сентября этого года в Абхазии проходили Дни ингушской культуры при поддержке Министерств культуры Российской Федерации и Республики Абхазия. Этот красивейший край встретил нас с открытым сердцем, улыбками и хорошей погодой. Само название абхазов – Апсуа, что в переводе означает «люди души». И правда, абхазов отличают радушие, доброжелательность и гостеприимность. И это все мы ощутили на себе. Появление гостя здесь издавна воспринимали как благодать. Двери дома всегда открыты, и каждому доброму человеку здесь рады. А всю нашу делегацию из Ингушетии встретили как дорогих и почетных гостей. Вообще Дни культуры – это очень интересный формат, который предполагает, что в течение очень короткого, сжатого такого периода времени можно будет зрителей другой страны, участников другой страны познакомить с другой культурой. И вот буквально на днях сюда приехала делегация, большая делегация из Ингушетии, которую возглавляет министр культуры. Туда входят деятели культуры, руководители коллективов. Сегодня мы открыли замечательную выставку в нашем государственном музее. Это декоративно-прикладное искусство, культурное наследие. Провели мастер-классы. На самом деле это один из тех пунктов, наверное, которые отражены в нашей концепции, в нашем плане мероприятия, о том, что важным, главным направлением должно быть международное культурное сотрудничество. Это возможность нашим людям принимать участие в больших масштабных мероприятиях, которые за пределами Абхазии проходят, и также принимать у себя такие вот очень интересные культурные инициативы. В первый же день нашего путешествия в Абхазском государственном музее прошла выставка, повествующая об истории, этнографии и культуре Ингушетии. Посетители близко познакомились с нашим наследием. На выставке представляем живопись известных живописцев Республики Ингушетия, среди которых известный ряд имен. Это второе поколение ингушских художников, которое зародилось у нас в начале 1970 года, которые на сегодняшний день творят во благо нашей республики и продолжают свой творческий путь.
Также на выставке были представлены книжно-иллюстрированные издания краеведческой литературы, исторические и научные книги. В экспозицию вошли национальные костюмы, атрибутика, женские и мужские украшения из драгоценных металлов. Эта коллекция отражает культуру народа. Внимание посетителей привлекали работы мастеров резьбы по дереву. Для желающих был организован мастер-класс по технике батик. Особо заинтересованы были учащиеся художественной школы. Желающих посмотреть было достаточно много, но несколько человек, 2 девочки вот и мальчик, немножко попробовали себя в этой технике. Я думаю, им это будет интересно, потому что именно эта техника, она хороша тем, что можно расписывать одежду. И, естественно, одежда, которая расписана собственными руками, она будет уникальна и интересна. Я хорошо знаю Ингушетию, бывал там, общался со всеми, даже общался с вашим президентом Аушевым в свое время. Бывал и в Чечне несколько раз, так что достаточно хорошо знаю ваш народ. Недавно просто вот опять был в прошлом году и изучал, была конференция посвященная, часть из нее была посвящена вашим сторожевым башням, средневековым сооружениям, как их реставрировать, как их восстанавливать. И вот у нас возникли тогда идеи сделать общекавказскую экспедицию, потому что по ту сторону Кавказского хребта, по южную и по северную, есть объекты культурного наследия, древние стоянки, сторожевые башни, которые у каждого народа имеют свою специфику, но тем не менее имеют как бы и свои особенности, и общие как бы типология. И вот мы с вашим министром обсуждали возможность такого сотрудничества. В программу проекта были включены мероприятия, которые призваны познакомить жителей Абхазии с национальными песенными и хореографическими композициями ингушского народа, с уникальным историко-культурным и с его художественным наследием.
Государственный ансамбль «Ингушетия» представил вниманию зрителей свои лучшие хореографические постановки. Артисты в полной мере показали музыкальное и танцевальное искусство ингушского народа. Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия». Особо яркой частью культурных мероприятий стали выступления мастеров искусств Ингушетии.
для вас, моей очаровательной соведущей и артисткой Русского государственного музыкально-драматического театра Республики Ингушетия подготовлен сюрприз. Встречайте! Славный город наш, и далек не покоя, сердце радует пейзаж. Если есть на свете чудо, он разранишь только ты. Восхвалять тебя я буду, ты мелодия души. Центр всей земной красы. Вы спросите, я отвечу, он разранишь только ты. Где ночи блистают ярко, словно звезды и фонари. Засыпаю мир на злато, я в объятиях твоих.
Башен вековых блуждают пыли, манят к себе вершины снежных гор, и путнику в дороге дарит силы лугов бескрайних радужный простор. Среди же Ингушетия родная, под мирным небом новый день встречай. Тревог печали горести не зная, живи как ингушский гордый край. Традиции отцов и дедов святы, всегда здесь гостю рады от души. Слов теплых не жалея и объятий, меня встречают братья и мужи. И духом падать нет у нас причины, пока друзья такие в жизни есть. Живут здесь настоящие мужчины, им дорого достоин станет честь. Встречи же Ингушетия родная, под мирным небом новый день встречай. Тревог, печали, горести не зная, живи как ингушский гордый край. Цвети моя Абхазия родная, под мирным небом новый день встречай. Тревог, печали, горести не зная, живи как абхазский гордый край. Цвети же Ингушетия родная, под мирным небом новый день встречай. Тревог, печали, горести не зная, живи как ингушский гордый край. Тревог, печали, горести не зная, живи как ингушский Дорогие друзья, к сожалению, наш праздничный вечер подошел к концу. Пользуясь случаем, мы еще раз хотим поблагодарить за содействие в организации наших гастролей Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, а также представительство Россотрудничества в Абхазии. Мы от всей души желаем всем, кто причастен к проведению нашего культурного форума, а также жителям солнечной Абхазии, мира, добра, благополучия и процветания. Мы говорим спасибо вам за теплый прием, друзья. Впечатления у меня грандиозные, потому что этот концерт – это великолепное зрелище, совершенно потрясающая хореография, фантастическая, конечно, свойственная только Кавказу энергетика. И, вы знаете, такой вот творческий накал, такой заряд молодежной вот этой энергии, что просто сижу и восхищаюсь. Мне понравилось все. Мне понравились и певцы, мне понравились и танцоры, мне понравилась вся организация этого концерта. Я считаю, что вы большие молодцы, что это сделали, и спасибо, что привезли это сюда. И главное, что вы поедете еще и дальше, и будете людей радовать вашим творчеством. Замечательно. Спасибо. А скажите, вы неожиданно пришли на концерт? Да, я неожиданно пришла на концерт, подруга меня пригласила, я настолько счастлива, я настолько люблю такие танцы. И вот я приеду в Россию, вот после 14 числа, обязательно 22-го, 23-го позову друзей и обязательно пойду. Нам очень понравилось, было очень красиво, и танцы, и костюмы, и песни. Именно какой танец больше понравился? Если честно, все одинаково прям. Вот даже костюмы вообще идеальные, девочки прекрасные.
Я тоже впервые смотрела. И девочки у вас очень красивые. Девочки, скажите, пожалуйста, наши костюмы с вашими как-то соприкасаются? Да, Ну да, есть, конечно. Есть сходство какое-то, конечно же, да. Ну, у нас у вас более такие допустим, рукава, колпаки. Да, у у нас нас такого нет. рукав обычно не бывает, и колпаки такие большие тоже. Да, и а так закрытые почти сзади. все похоже. Хорошо. Вы сами танцуете? Да. Но очень красиво они станцевали. Все понравилось, все движения. Все просто на высшем уровне. Виден их потенциал. Очень понравился концерт, прекрасный. Такие красивые актеры, такие пластичные. Очень понравились танцоры, очень просто. И вообще на землях Абхазии мы показали частицу нашей культуры. Это самое главное. И это огромное счастье, что когда национальная такая, что встреча друг к другу на будущее это очень хорошо отзовется. Мои впечатления еще раз остаются перешкаливающими. Так что я счастлив и очень хорошо, что зрители, народ этого города принял нас на ура. Все для нас это ново, мы, например, не видели это. Вот. Очень такое свежее впечатление. Очень приятно было, понимаете, искусство Братской Республики, все это смотреть, все это на сцене, понимаете, оно весь дух народа, душа народа, все сегодня мы увидели это на сцене. Вот. И певцы хорошие, и прекрасно пели, и абхазскую песню спели тоже. Было очень хорошо. Вот. Очень хороший ансамбль, девочки красивые. Да, девочки у вас просто шикарные. Вот. Спасибо большое. Очень хорошее впечатление, очень приятно. Тепло в душе мы уносим с зала сегодня. Очень теплый зритель был, прекрасный концерт прошел. Зал был расположен к творчеству. Все было очень хорошо, я доволен выступлением, коллективом. Сегодня очень хорошо концерт прошел. Зритель был очень теплый, все благодарили. Присутствовал глава администрации города Очимчире и зав. Отдел культуры. Основные чиновники были, все присутствовали на концерте. Так браво кричали вам сегодня? Да, стоя аплодировали, если честно. Да, зал очень хорошо воспринимал. Сегодня на ура все прошло. Я очень доволен. Впечатления у меня, конечно же, положительные, как и у всей нашей команды, потому что публика была на редкость теплая. Встречали очень хорошо, я вела себя буквально сегодня. В первый день, конечно, мне было немножечко волнение, но второй день я уже немножечко успокоилась и уже получала удовольствие от того, что я веду, от того, что я пою. И, конечно же, удивлением и для публики абхазской было то, что я выучила их народную песню под названием «Азамат». В общем, это такая общая любимая песня хитовая здесь оказалась. Я даже не думала, что так публика ее тепло воспримет. В общем, были бурные овации, чуть ли там люди, мне кажется, я просто быстренько убежала со сцены, растерялась, но люди там даже хотели, по-моему, встать в знак благодарности и радости того, что я исполнила их народную песню. На мой взгляд, концерт прошел просто на высочайшем уровне. В зале царила такая непередаваемая атмосфера, такая энергетика сильнейшая, в которой, мне кажется, выражалась вся мощь, вся сила в этом танце. И, наверное, весь потенциал и вся сила народа была проявлена на этой сцене. Было такое незабываемое ощущение. Просто хотелось встать, самому выйти на сцену и танцевать. Было невероятно, это было потрясающе. Я считаю, что таких концертов нужно как можно больше. Я не знаю, у меня масса положительных эмоций. И я очень благодарен, что ансамбль приехал к нам. И очень бы хотелось, чтобы это хорошая традиция. Этот приезд положил начало очень хорошей традиции. И ингушские ансамбли приезжали, и абхазские ансамбли приезжали в Ингушетию. Я в восторге. Спасибо огромное за то, что порадовали нас таким приятным зрелищем, за то, что были нашими гостями. Побывать в Абхазии и не посетить Новый Афон было бы неправильно. Наша съемочная группа любезно была приглашена на экскурсию в Новоафонскую пещеру. От этого предложения мы не смогли отказаться, и сейчас приглашаем вас посетить ее вместе с нами.
Абхазия славится своими невероятно красивыми горными пейзажами, озерами, водопадами и реками, которых на территории этой небольшой республики очень много. Нашей съемочной группе удалось увидеть одно из красивейших озер мира – это Голубое озеро. Также мы увидели озеро Рица, одну из главных природных жемчужин Абхазии. Такие встречи способствуют развитию и укреплению международных культурных связей между двумя республиками, налаживанию творческих, деловых и дружеских контактов. Вот такая у нас была интересная поездка. Но еще раз хочу напомнить, будьте внимательны, когда собираетесь в путешествие, решите все свои вопросы, и тогда на границе не возникнет проблем. Ну а я, Ильяс, хочу поблагодарить замечательного человека, который сопровождал нашу съемочную группу на протяжении всех этих дней, Роман Кочерава. Мы благодарим Романа за внимание и за оказанную помощь в съемках программы. Ну что ж, наша программа подошла к концу, но перед тем, как попрощаться, мы хотим поздравить нашу прекрасную соведущую, коллегу Залину Хаутиеву С ее замечательным днем, с днем свадьбы. И пожелать ей семейного счастья, успехов, удачи, благополучия и уюта в доме. И оставаться надежным тылом друг для друга в любой ситуации. Ирыздоуш Беркативаха Халчангал Барца Адаш. Ну что ж, дорогие друзья, и напоследок не забываем с нами сотрудничать. А как это можно сделать, увидите на своих экранах. Пишите нам на нашу почту mfinc@mail.ru или звоните в нашу редакцию. Вы смотрели информационно-развлекательную программу «Молодежный формат», и с вами были прекрасная Роза Бекова и многоуважаемый, мною любимый Ирина Капитанова.